Сегодня день неподключенных прямых эфиров. Вы знаете, очень тяжело вести... Привет, Шаид Хаматов. Очень тяжело вести монолог одному. Я очень понимаю многих артистов, которые работают с экраном. Поверьте, держать... Давайте еще раз попробуем. У меня уже сердце начинает уже дергаться от надежды, что еще раз. Я предлагаю просто сделать запрос. Я просто на этот запрос нажимаю «Добавить». Вот это основная техническая работа, которую я делаю. Ну, которая должна быть, мне кажется. Сейчас кто-то мне что-то пишет. Там можно выбрать гостей. Там можно выбрать гостей. Давайте я выберу гостей. Так. Айсулу, вот ты зайди, пожалуйста, в эфир, да, ко мне, но не добавляйся. Я, может быть, просто тебя выберу сам, нажму тебе, и я постараюсь тебе подключиться. Давай так попробуем. Сейчас я тебя найду, сейчас вот здесь. Так, посмотреть. Посмотреть, хорошо. Ну вот попробуем еще раз. Вот, я вижу тебя, сейчас я выйти в прямой эфир. Я теперь тебе буду выходить сейчас. Попробуем по-другому. Привет! Ну что, большие дела без больших проблем не совершаются, я так понимаю. Добрый вечер. На самом деле я не знаю, что проблема, потому что несколько месяцев я вела лекции со студентами. Несколько раз я выходила в прямые эфиры с театрами и с Казахстаном выходила в прямые эфиры. Никаких проблем не было. Сегодня я бегаю по дому, ищу нормальное место, где можно подключиться. И попробовала с другого. Я не знаю, в чем проблема. Извините, пожалуйста. Нормально все. Айсулу, у тебя нету наушников, чтобы лучше... Есть, но на всякий случай я их выключила. Сейчас я, конечно, поставлю, потому что у меня штучка, где втыкается, она внизу. Я попробую сейчас. Надеюсь, я не вылечу. Надеюсь. Нет, все нормально. Я думаю, что все теперь будет нормально. Ай-яй-яй. Так. Еще раз попробуйте, пожалуйста, меня. Сейчас. Хорошо. Да. Угу. Так, сейчас. Так, сейчас мы еще раз подключим. Так. Все. Так, ну не слышно сейчас. Сейчас микрофон я не слышу тебя, Айсулу. А сейчас голос пошел. Раз. Так, слышно меня? Все, сейчас слышно, все. Все, я аккуратно поставлю. Угу. Ну что, я, наверное, начну, сделаю преамбулу. И этот эфир, еще раз я хочу сказать, от имени Всемирного Курултая-Башкир, где я являюсь членом исполкома, и основная идея в том, чтобы через театр говорить о национальной культуре, говорить о том, что должно быть в будущем. Мне кажется, что театр является башкирским флагманом, это является основой нашей культуры, и ты это знаешь, вы это знаете абсолютно точно. И вообще кинематограф вышел из театра.
То есть мы кинематографисты, многие киношники вышли из театра, в общем. И я бы хотел сегодня поговорить о том, во-первых, познакомиться с тобой, потому что пишущих людей о театре, ну, о кино практически нет у нас. В основном это такая как бы информационная, а те, кто вот могут там делать систему какую-то, делать какой-то обзор и тенденции выписывать, у нас в национальной кинематографии таких киноведов нет, к сожалению, пока. Поэтому я хотел бы познакомиться с тобой, потому что это важно, что есть люди, которые от своего лица рассказывают о театре, популяризируют его, пытаются его объяснить и, как бы скажем, направляют, дают какой-то обзор. Поэтому первый вопрос, расскажи, Айсулу Асе, познакомь нас и вот третьего человека, это зрителя, который тоже смотрит нас сегодня. Спасибо большое, надеюсь, меня слышно. Правда, я слышу свой голос, но постараюсь отстраниться, потому что боюсь что-либо трогать в этом аппарате. Во-первых, прошу прощения, что так получилось. Надеюсь, дальше не будет никаких проблем с техникой. Айсулу Сагитова родилась в Ишимбайском районе, закончила гимназию башкирскую, училась в училище искусств на вокальном отделении и параллельно на музыковедении, поскольку очень увлекалась историей музыки. А потом вот решила поступить на театроведение, которое у нас открылось в Уфимском государственном институте искусств. Наш профессор София Гельмановна Кусимова, благодаря ей появилась такая у нас специальность, и она хотела именно воспитать башкирских театроведов, то есть театроведы, которые занимаются национальным театром. Потому что русским театром занимаются многие, а национальным занимающихся их немного. И вот я поступила, выучилась, писала диплом по истории башкирского театра, потом защитила кандидатскую диссертацию в ГИТИСе, тоже по истории башкирского театра. Ну, как бы параллельно писала, изучала и историю, и современный период башкирского театра, не только имени Мажита Гафури, но и занимаюсь и другими башкирскими и татарскими театрами республики, ну и русскими тоже, естественно. Выпустили книжку к столетию театра в соавторстве с Гульсасак Саламатовой. Также там тоже опубликованы статьи и наших педагогов, старейших театроведов, и которые вот сегодня занимаются театром, пишут молодых театроведов. Вот, ну, собственно, в 2019 году я начала заниматься, не в 2019, а в 2017 году заинтересовалась тюркоязычным театром. Поездила, смотрела спектакли в Казахстане, Узбекистане, в Киргизии, в Азербайджане, то есть увлекалась именно тюркоязычными театрами, мне это было близко. И в жизни же бывает все не случайно. В 2019 году проходил фестиваль «Туғанлық», и Олег Закир-Чханов, тогда был художественным руководителем театра, он попросил меня собрать программу. А поскольку я уже ездила и была насмотренная, мне это было нетрудно. И сейчас тоже продолжаю заниматься истоками, историей не только башкирского театра, но и тюркоязычных театров. Это мне интересно, что у нас объединяет, что у нас общего, а общего у нас очень много, а также на каком этапе развития наши театры находятся и что нас ждет в будущем. И у нас у всех одни и те же проблемы, о которых мы, наверное, потом позже поговорим. Вот, собственно, коротко о себе. Преподаю в Институте искусств историю русского театра и историю кинематографа. О,
Да, вот так вот. Что-то близкое мне очень ёкнуло аж в сердце. Вижу своих студентов, да, вот они присоединяются, замечательных, чудесных наших студентов любимых, с которыми мы обсуждаем, смотрим фильмы, разговариваем. Вот. Айсул, я хотел бы, конечно, мы не будем касаться там, наверное, каких-то производственных вопросов театра, каких-то, может быть, там задач театра с прокатом, которые есть у театра, да, то есть это наверняка эти вопросы, ну, не к этому формату. Меня интересует, наверное, скорее всего, будет роль театра. Меня интересует его место в сегодняшнем контексте культуры, в котором мы развиваемся, и вот как бы и лица, да, какое лицо у национального театра. Поэтому я думаю, что круг вопросов небольшой, но объем, который надо рассмотреть, очень большой, потому что театров в республике, в отличие от киностудий, очень много. Режиссеров, в отличие от кинематографа, очень-очень много, да, то есть постановок с ним ставится ежегодно, ну, как скажем, достаточное количество, поэтому я буду, наверное, как бы бродить среди двух-трех фактически вопросов. Я хотел бы, перво-наперво хотел бы, чтобы ты сдала какой-то экскурс, может, вот опять-таки есть третий человек, кто нас смотрит, немножко рассказать, все-таки меня интересует национальный театр, немножко, и ты написала книгу, и как бы рассказать немножко коротко о национальном театре, вот о его истории, откуда мы идем. Ну, о национальном театре, это значит о башкирском театре мы имеем в виду, потому что национальный театр, он русский тоже национальный. В данном случае будем говорить о башкирском театре. Башкирскому театру 100 лет. Вам это лучше, чем мне известно, потому что вы фильм сделали очень интересный, любопытный, документальный, с такой болью, личной болью. Но на самом деле башкирскому театру больше 100 лет. Вот это официально 100 лет. Официально он образовался в 1919 году. Конечно же, труппы башкирские, татарские, они существовали и до 19 года, и во время революции, и послереволюционное время, во время гражданской войны. Но если говорить о башкирском театре, о его самобытности, то башкирскому театру намного больше лет. Искусство, башкирский театр, искусство насчитывает более тысячелетий, да? То есть это нам нужно уходить во времена, когда был создан эпос Урал-Батыр. То есть искусство башкирского народа, как и искусство любого народа, оно уходит в глубокую древность и имеет свои корни, имеет свои истоки. И истоки это, буду коротко, тезисно говорить, это обряды, это фольклор, это ритуалы. То есть все, что нас окружало много тысяч лет назад, что являлось культом башкир, вот это и является основой, это и является корнем театральности. На самом деле башкирскому театру, корни башкирского театра, они уходят в площадной театр. Башкирский театр, так же, как и все тюркоязычные театры, казахский, узбекский, азербайджанский, кыргызский, это условный театр. То есть вот та сценическая коробка, традиционная, да, куда мы приходим в театр, садимся в зрительном зале, и на высоте происходят события. Артисты выше нас, да? Это сложилось намного позже. На самом деле истоки башкирского театра площадные, это игровая стихия. Это условность. И мне кажется, мы это забываем периодически. Особенно это было вот несколько лет назад. О сегодняшнем дне я чуть попозже скажу, но поскольку
нужно рассказать такой экскурс, провести экскурс в историю башкирского театра. Так вот, в 19 году образовывается первый государственный башкирский театр. Его основателем считается Валиулла Муртазин-Иманский. Но на самом деле его приглашают в 19 году из Казани. Были также основатели Мухтар Мутин, Исхак Зайни. Позже приезжает Макарим Магадеев. 20-е годы – это становление и формирование башкирского театра. На самом деле революция дала многим таким народам театры. То есть не только суверенитет, но и театр в первую очередь. 20-е годы – это становление, формирование башкирского театра. Это ярчайшая страница в истории башкирского театра. Кстати, вот в этот период как раз-таки происходит становление башкирского театра на основе каких-то национальных традиций, на основе национального фольклора. Особенно ярко это проявляет Валиулла Муртазин-Иманский. В 26 году Макарим Магадеев приезжает, а он уже приедет из Москвы, он уже узнает, что такое театр МХТ, что, кто такой Станиславский, он знает, видел спектакли Мейерхольда, и все это он желает притворять на сцене башкирского театра. И в 20-е годы происходит, к концу 20-х годов, две линии идут. Вот это такая национальная, традиционная, и вторая линия как бы примерить на себя русскую психологическую школу. В 30-м году башкирский театр, действительно уже сформировавшийся, со своим лицом, с прекрасной молодой труппой, уже в 26-м году открыли техникум, уже воспитали своих первых учеников, первых профессиональных актеров. Среди них Зайтуна Бекбулатова, Арслан Мубаряков, Булат Имашев и многие другие. И вот это новое поколение молодежи, оно вошло в театр, обновило кровь. С одной стороны, вот эти вот самородки, первые непрофессиональные актеры и профессиональные актеры. Но 30-е годы, к сожалению, мы знаем, что это такое. Это репрессии, которые просто отрубили голову башкирского театра. Как раз-таки в вашем фильме это наглядно показано, как вся интеллигенция была... Так, я вижу, тут наушник оденьте, у вас свистит. Я надела наушники, я слышу свой голос, я пытаюсь даже перебороть свой голос и говорить. Не обращать внимания уже на... Ну ладно, свистит или нет? Или слышно меня? Не, вы знаете, это нормально, вот это вполне технически устраивает, ага. Я уже не знаю, что делать, поэтому спокойно буду говорить. Все хорошо, все понятно. Да. И вот 30-е годы ударили по башкирскому театру. Это все знают, это факт. И с 1937-1938 года начинает совершенно другой театр. Когда мы изучали историю театра и смотрели фотографии 30-х годов, спектакли 30-х годов, еще до репрессий, я обратила внимание на то, что многие мизансцены, многие спектакли очень похожи на спектакли, которые шли в Амхате. Почему? Потому что в 30-е годы объявляется новый стиль социалистического реализма, и все театры начинают играть под МХАТ. То есть национальному театру навязывается русская психологическая школа. Я ничего против не имею русской психологической школы, это великая система, действительно, но она на самом деле не подходит вот этой вот игровой стихии национального театра, то бишь башкирского, то бишь казахского, узбекского и многих других. Русский психологический театр, он немного другой, он тонкий. Хотя в этой системе мы тоже достигли больших высот, позже я об этом скажу. У нас был прекрасный период башкирского театра, когда действительно он работал в этой системе.
Так вот, все театры должны играть как МХАТ. И действительно, вот фотографии, когда ты смотришь 30-х годов, ты думаешь, что это МХАТ или башкирский театр. Ты понимаешь, что башкирский, потому что там немножко они узкоглазые, поэтому это не МХАТ. Но мизансцены, костюмы очень похожи. Тот же «Ревизор» Гоголя там, и многие другие там спектакли. После 1938 года совершенно другая ситуация. Это очень страшная ситуация, когда не до развития театра. Я пыталась в архивах изучать статьи на спектакле, их просто нет. Не писали или уничтожали. Так же, как уничтожали все фотографии Макарима Магадеева, вот все, какие фотографии мы нашли, мы их включили в эту книгу, потому что все уничтожалось, стирали память, человеческую память, что таких людей не существовало. Это очень страшно. Но продолжили путь ученики Макарима Магадеева, Валиуллы Муртазина. Конечно, на их поколение тоже накладывается вот этот вот отпечаток этих вот трагических ситуаций. Я думаю, что им было трудно очень жить с этим. И очень страшно. И это тоже по фотографиям видно. Если до 1937 года в фотографиях мы видим такие радостные, искренние, открытые, настоящие лица, то после 1937 года они все в костюмах строгие и немного такие испуганные. Это видно по фотографиям и чувствуется. Поэтому никакого развития не было. А потом была война Великая Отечественная. Естественно, опять-таки, они как уезжали на фронт, артисты играли там, где самые горячие точки, боевые действия, чтобы подбодрить военных. Естественно, не до развития. И вот в 40-е годы приходит в театр новая режиссура. Это Шаура Мусовна Муртазина и Лек Валеевич Валеев. Шаура Мусовна, она приезжает из Москвы, заканчивает школу Лобанова. У него же учился Товстоногов чуть раньше. А Лек Валеевич приезжает из Ленинграда. Художественный руководитель Вали Галимов. Вали Герфанович Галимов, ученик Макарима Магадеева, который тоже очень много оставил воспоминаний о своих учителях. И, кстати, вот Вали Галимову принадлежит заслуга того, что он сохранил театр в самые сложные годы. Сплотил труппу, помогал. Ну, то есть тоже вот в вашем фильме я помню, как он помог Зайтуне Исламовне. Это действительно так и было. Так вот, и он дает дорогу вот этим молодым режиссерам. Шаура Мусовна Муртазина, отец тоже ее был репрессирован, да? Кстати, фамилия тоже и Валиулла Муртазин, и Шаура Муртазина, которая пришла потом, тоже как бы вот какой-то символ несет. Я почему-то вот всегда ищу в истории театра какие-то символы. И это действительно символ, и она на определенный уровень подняла театр. Она принесла в башкирский театр, опять-таки, систему Станиславского. Она работала с новым поколением артистов, которые закончили ГИТИС в 1959 году. Это Гуляр Славнова-Барягова и многие другие. Вот с этими молодыми артистами она ведет свою линию. Театр осваивает классику зарубежную, ставит Шекспира, Шиллера, ставит «Чайку» Чехова, ставит «Дядю Ваню». Этот спектакль они показывают на Декаде в 1955 году в Москве. Кстати, декадные спектакли, вообще вот эти декады искусства в Москве, которые проходили, они тоже очень такие интересные и любопытные мероприятия, которые мы как бы, мы поднимаем значимость этих событий. Но на самом деле вот то, что там показывалось, это не самое, наверное, то, что происходило в башкирском театре. То есть там же приезжала комиссия, выбирали спектакли, какие нужно, цензура была. То есть, в общем, в 1955 году
«Декада», показывают спектакли «Отелло» Бухарского и Рафката Вайзи с участием Арслана Мубарякова, показывают «Дядю Ваню», и московский зритель хорошо воспринимает этот зритель, критики тоже, но есть какие-то там пожелания, что как бы нужно искать свой путь. Вот. То есть 50-е, 60-е годы – это такой период, как бы подготовка к 70-м годам. Это такой мост от того старого театра со сложной историей, с трагической историей, и к театру новому. В 70-е годы, в 1972 году состоялась премьера спектакля «Галия-бану» Мирхайдара Файзи, молодого, амбициозного режиссера Рифката Исрафилова, который заканчивает в ГИТИСе режиссерский факультет, его учитель Мария Кнебель, и он приносит в башкирский театр метод действенного анализа. То есть раньше тоже как бы работали по системе Станиславского, но это был как бы застольный период. Они больше репетировали за столом, а вот эти вот этюдные прогоны на сцене, им меньше всего уделяли внимания. А Рифкат Исрафилов, он тут же начинает заниматься этюдами с прославленными актерами, с народными артистами. Он занимается этюдами. И он не сразу ставит там классику или современную там драматургию. Он обращается к такой слезливой, любимой, веселой где-то даже мелодраме традиционной Мирхайдара Файзи «Галия-бану», которая там шла 50 лет назад, да, на сцене. Но что он делает? Он освежает эту вещь. Он привносит в эту вещь некую иронию, он привносит в нее условность. То есть он говорит, что это да, как бы вот все это на сцене происходит, это вот как бы понарошку, а слезы при этом настоящие, играют при этом по-настоящему. Поэтому этот спектакль потом и вошел в историю башкирского театра как один из самых значимых, легендарных. И дальше будут уже другие спектакли, это будет «Долгое-долгое детство». То есть 70-е, 80-е и до 96-го года, это, я называю это эра Рифката Исрафилова. Потому что Рифкат Исрафилов – это тот режиссер, который вывел башкирский театр на новый художественный уровень. При этом не уходя от традиций, от национального колорита, менталитета, от каких-то национальных черт. Он создает театр нового типа, театр современный, театр романтический, театр метафорический. Вообще 70-е, 80-е годы это театр, это и в тюркоязычных театрах тоже, там наблюдается такой всплеск. В Якутии это Андрей Борисов, в Казахстане это Азербайджан Мамбетов и так далее, и так далее. То есть происходит такой расцвет режиссуры в 70-е, 80-е годы, когда режиссер отвечает за спектакль и создает спектакль нового типа. В 96-м году, как все знают, что Рифкат Вакилович ушел из башкирского театра, и это началась новая эпоха в истории нашего национального театра. Опять-таки тяжелый переломный момент, потому что был свой художественный руководитель, который отвечал за все, который выпускал спектакли, которые, кстати, были показаны и в Москве, «Великодушный рогоносец», «Бибинур ах Бибинур». Эти спектакли, на самом деле, я их смотрела на видео, это уникальные спектакли. Это такой сильный эмоциональный всплеск, актерский, и при этом современное, в то время, современное прочтение материала. Опять-таки ирония и при этом глубокое проживание материала.
и общение со зрительным залом. Эти спектакли были показаны в Москве, очень много написано положительных рецензий, все это тоже я изучала. И, конечно же, когда он ушел, наступил такой перерыв, произошел обвал, так скажем, да, который нужно было восстанавливать, потому что он годами воспитывал зрителя, воспитывал актеров. У него появились свои актеры. Это был действительно период, когда у режиссера формируется свой актер. То есть бывает же актер Любимого, там, актер Товстоногова, да, и были актеры Исрафилова. Так вот, 90-е годы, рубеж 20-21 года, очень сложный период для башкирского театра. Он ушел на восстановление, еще сгорело здание, поэтому это очень сложный период. Опять-таки театр пытается восстановиться и остаться на плаву. И дальше опять-таки идет период поиска, период становления. И сейчас я бы сказала, что вот в данное время башкирский театр переживает эпоху возрождения. Не побоюсь этого слова, потому что возродилось многое. И это могут доказать спектакли, которые идут, которые получают награды. И сейчас башкирский театр очень интересен. Если говорить о национальных театрах России, то, наверное, он один из самых известных. Потому что российские критики, они интересуются башкирским театром, они приезжают, они приглашают на фестивали наши спектакли. И здесь, конечно же, я бы отметила режиссуру Айрата Абушрахманова, который нашел свой путь вот именно сейчас. Не говорю 2000-е годы, потому что когда он пришел в театр, это был молодой человек, который еще не готов был справиться с большим коллективом. И у него силы уходили на сборку коллектива и так далее, то есть на административные вопросы. А сейчас, когда вот Олег Закирович был художественным руководителем театра, он занимался спокойно театром, режиссурой, и возникли удивительные спектакли, как «Черноликие», «Зулейха», «Открывает глаза». То есть сейчас башкирский театр, мне кажется, в таком очень хорошем состоянии, и, ну, естественно, нельзя останавливаться, нужно дальше идти, работать, искать новые пути, устраивать фестивали, организовывать какие-то проекты, придумывать проекты, конференции, круглые столы, приглашать критиков, то есть общаться со зрителем, общаться с критикой, искать новый материал. То есть сейчас театр вот такой набрал высоту, и дальше нас ждут какие-то новые открытия. К сожалению, сейчас вот пандемия помешала, или наоборот, может быть, помогла, потому что есть время подумать, есть время почитать, кстати, романы, пьесы. Поэтому у меня такое двоякое отношение к карантину. С одной стороны, да, он нас всех закрыл у себя, в кабинетах, в домах. А с другой стороны, это прекрасное время подумать о самих себе, о том деле, которым мы занимаемся, о том пути, по которому мы идем. Это время осознанности и время, наверное, которое готовит какие-то новые открытия. Ну, я вот так оптимистически смотрю на это. Поэтому и жду от театра каких-то новых открытий, потому что знаю, что там и Таңсулпан Гарипованың «Бюйрәкәй» романын они хотят инсценировать. Это
тоже вот один из таких очень хороших и значимых, наверное, шагов, потому что нужно в первую очередь, конечно же, на основе национальной драматургии искать свою самобытность и в то же время смотреть в будущее. Вот, долго говорили, это такой вот краткий экскурс по истории башкирского театра, старалась очень коротко. Ну, очень емко и очень содержательно. То есть я тебя очень благодарю, потому что мне кажется, что вот первому слушателю, который первый какой-то обзор хочет получить, я думаю, для него достаточно, ну, как скажем, просто и все достаточно доступно рассказано. Вот башкирский театр, мы говорим, что Башдрамтеатр, но лиц много у нас в театре, очень много разных театров. Вы не могли бы вот немножко рассказать, в чем каждое лицо? Вот есть у нас театр в Сибае, есть в Стритамаке, в Салавате. Чем их отличительные особенности вот в этой общей театральной, как бы скажем, да, команде, если говорить в культуре? Ну, опять-таки, я очень рада, потому что у нас не только башкирский театр находится на таком взлете. Я бы отметила Салаватский театр, Салаватский башкирский театр драмы, который в последнее время тоже набирает высоту. И там главный режиссер Ильсур Казакбаев, который является и режиссером Башкирского академического театра, а в Салаватском театре он совмещает работу вот именно как главный режиссер. С чем мне нравится Салаватский театр? Он не боится экспериментов. Он не боится того, что зритель провинциальный, то есть салаватский зритель, не поймет их. Они выбирают такую экстраординарную драматургию, которую боятся ставить даже столичные театры. Например, это спектакль «Беруши» по пьесе Алжаса Жанайдарова в постановке Ильсура Казакбаева. Это очень проблемная постановка, кстати, проблемная в плане, это профессионально хорошо сделанный спектакль, но именно раскрывает такую главную проблему, нашу боль, это проблема языка. О том, как наш язык постепенно утрачивается. Вот то, что мы с вами говорим на русском языке, это тоже плохо на самом деле. Я понимаю, что это нужно для того, чтобы расширить нашу аудиторию, но, тем не менее, проблема языка, утрата языка – это одна из главных. И, кстати, вот в первую очередь для чего, как одна из основных миссий национального театра – это сохранение языка. Это главная миссия. А дальше уже и талант, и все остальное. То есть сохранение языка. Если не будет театра, язык мы потеряем. Тем более, когда в школах сейчас язык является... Айсулу, если что, мы киношники тут поможем. Хорошо. Вот, ну, да, это... да, но можем, все равно, можем в кино развивать башкирский язык, если в театре... да, но, понимаете, в театр же каждый вечер приходят зрители. Мы детей своих воспитываем тоже на театре. То есть, одна из школ, конечно, кино тоже, это я не вычеркиваю ни в коем случае, но театр после семьи – это вторая школа, где осваивается и усваивается язык. Вот. И спектакль «Беруши» как раз-таки о том, как двое обрусевших башкира по песне «Два казаха» в Москве, два брата, живут абсолютно без будущего, вычеркнули прошлое. Вот они утратили и национальную самобытность, хотя один из них такой ярый националист, ярый патриот. Он там и башкирским флагом машет, и у него там елен, и шапка лисья. Айсулу, я на правах ведущего буду тебя немножечко... Извини, пожалуйста, потому что если мы сейчас будем рассказывать сюжет при Беруше, то у нас вся передача уйдет про одну пьесу. Хорошо. Вот, хорошо. Салаватский театр имеет особенность экспериментировать, то есть это такой смелый театр, да? Да. Хорошо, а другие театры?
Стерлитамакский башкирский театр, который объединен сейчас с филармонией, там тоже происходят любопытные спектакли. Там есть такой интересный человек, как Зинур Сулейманов, который организовывает лаборатории. Он, кстати, выполняет очень важную миссию для искусства башкирского театра. Для башкирского искусства свой голос слышу, и поэтому я перебиваюсь. Он ищет башкирские пьесы. Именно пьесы, которые написаны на башкирском языке. Вот это его какая-то внутренняя миссия, его никто там не заставляет, вот он этим занимается, и давно уже проводит лаборатории, и конечно же, сразу 10 драматургов оттуда не выйдут. Там, если даже хоть один человек, написавший пьесу на башкирском языке, это уже хорошо. Вот, поэтому я бы вот отметила его. Айдар Зарипов там тоже молодой режиссер, который тоже ищет себя, и там тоже есть любопытные спектакли. Сибайским театром, к сожалению, сложнее. Сложнее, я давно там не была, но там есть театр «Султан» детский, который тоже как бы открыт каким-то... ищет и новые пьесы, но пока вот на таком пути становления только. Туймазинский театр, татарский, тоже мы ездим, периодически смотрим спектакли, и там есть спектакли, которые любопытные, интересные и зрителю, и критику. Айсулу, вот ты уже третий театр говоришь, интересный, любопытный. Ну, а чем они друг от друга отличаются? Вот ты хорошо сказала, Салаватский театр экспериментов, Башкирский драматический театр – это возрождение и, как скажем, новое какое-то дыхание в российском контексте, да? Я бы даже сказала, что башкирский театр, вот главный, который называют главным, Мажита Гафури, это театр, который еще вот пытается работать вот в такой новой тенденции постдраматического театра, а это очень современно. Это какой-то другой новый уровень, это такой мировой европейский уровень, и вот спектакль «Зулейха открывает глаза» — это, ну, не побоюсь этого слова, отчасти постдраматический спектакль. Словацкий театр не боится экспериментов. Я бы назвала театр поиска и театр эксперимента. Ну, я не знаю, как одним словом назвать Стерлитамакский башкирский театр. Мне кажется, пока он боится. Вот, пока боится. Вот. Сибайский театр, он как-то живет отдельной своей жизнью, закрытой, к сожалению. То есть он консервативный и как бы в таком традиционном больше контексте. Такой, да, традиционный театр, он хороший, я его люблю, там, и зрителей я люблю сибайских, но как бы он немного закрытый, он вот существует в своем контексте, и это нравится, ну, пожалуйста. Может быть, молодежный театр. Ну, вы меня сейчас... Потому что... Ну, интересно ваша точка зрения. Ну, национальный театр, национальный молодежный театр тоже находится на таком пути поисков. Мне кажется, этому театру немного нужно сократить свой репертуар и нацеленно работать на каких-то отдельных спектаклях, отдельные проекты создавать. Какого-то маркетинга мне там не хватает, может быть. Ну, и... то есть не хватает вот позиционирования с точки зрения, может быть, как слово от молодежной, да, то есть какого-то такого эксперимента в том числе, наверное. Да, потому что, это молодежный театр, и молодежный театр, он в первую очередь общается с молодежью. И это должен быть такой честный и открытый, ничего не боящийся разговор. Потому что, особенно сейчас, молодежь, она очень...
тонко чувствуют какую-то фальшь. Для современной молодежи нет канонов, для современной молодежи нет авторитетов, к сожалению. К сожалению, это так. Вот. И современные дети, они абсолютно не верят там, в переодетых зайчиков, медведей. У меня племянник 9 лет вчера открыл свой YouTube-канал и говорит, я буду учить через YouTube-канал, как там справляться с компьютером, когда какие-то неполадки. Понимаете, это вот поколение Z. И нужно искать новый путь, новый инструментарий, новые ходы какие-то, новые ключи. Понятно. Спасибо. Айсулу, а вот кукольный театр, там тоже есть башкирская труппа? Театр кукол у нас очень в хорошем состоянии. Есть действительно качественные спектакли. И театр кукол, он сегодня развивается. Да. Следующая тема, которую я хотел бы, Айсулу, тебя помучить, да, это вот мы все время касаемся темы драматургии. То есть ищут пьесы в Стритамаке, вместо пьесы ставят Бюракай, это все-таки повесть на сцене. Значит, что у нас с национальной драматургией? Потому что все-таки Исрафилов это была, ну, действительно, в том числе и национальная драматургия. Это и был Мустай Карим, это был и масса других авторов, которые как бы оставили после себя. Что сегодня, как бы существует ли авторы, потому что, ну, нет автора, нету, наверное, и режиссера, который может как бы воплощать какие-то смелые идеи. Как ситуация с драматургией национальной? Вот, насколько я знаю, Башкирский театр сейчас проводит тоже лабораторию, ищет пьесы постоянно. И эти пьесы читаются, обсуждаются с авторами. Ну, драматургия – это самый сложный жанр. Человек, который пишет романы, повести, рассказы, и достаточно успешный человек, он приходит в драматургию и думает, что он быстренько пьесу напишет. Ну, вот диалоги набросал. На самом деле нет. Драматургия – это очень сложный жанр, самый сложный жанр. И тут, конечно же, нужно знать театр нужно знать изнутри и знать то, что происходит в современном мире, в театральном мире. Какой язык, какие формы, какой вообще театр. Потому что театр за последние годы очень сильно изменился. За последние 5 лет даже изменился. До пандемии российский театр, то есть там все национальные театры, я имею в виду, российский театр в целом, он был фантастически разнообразным. Огромное количество форм, огромное количество каких-то жанров, смешения жанров, синтетического театра. Он любопытный театр, он интересный и живой театр. Так вот, вот этот вот весь процесс, он, конечно же, драматургу должен быть известен, он должен знать это. Ну, с нами сложнее, потому что, с одной стороны, нужно на башкирском языке писать и как-то вот соответствовать каким-то новым требованиям. И есть писатели, ряд писателей, которые действительно раскрывают суть проблемы, современность, наши острые проблемы, вопросы. Я бы назвала это Мунир Кунафин. Писатель, который... Кстати, вот про драматургию. Вот если даже взять Айрата Абушахманова, он ведь все его значимые спектакли, «Черноликие», «Зулейха открывает глаза», которые получили премии, они поставлены по прозе. И он очень вольно работает с прозой, и многие режиссеры сегодня вот именно к прозе обращаются, монтируют по-своему, придумывают, додумывают, работают вместе с драматургами, с писателями. Наверное, сложно сейчас написать пьесу. Если бы я знала как, я бы, наверное, сама написала. Это талант. И это какое-то чутье внутреннее, чутье театральное, чутье зрителя. И то, что сейчас нас волнует и
на каком витке истории мы сейчас находимся. Вот, это сложно. Айсулу, вот сейчас я как бы цепляюсь немножко за твои фразы, которые ты, за твои как бы определения. Вот ты говорила, что обсуждая театр Салават и обсуждая пьесу Беруши, ты заговорила вдруг о сохранении языка, о том, что театр только может сохранить там национальный язык, национальную культуру. Ну вот в какой-то момент у меня возникла такая, как скажем, какой-то результат, который, вот, возможно, вы определяете, да, вот от этого вида искусства, вот что он может дать действительно людям, которые туда приходят, воспитывают, сохраняют свою самоидентичность. Для вас что означает, для тебя, что означает, как бы скажем, тот результат, на который должен работать театр, особенно национальный? Потому что, может быть, от того, что этот результат не определен, не прояснен, и идет поиск как бы больше себя, а не результатов и целей, которые ставит искусство. Не совсем поняла вопрос, если честно. Заслушалась вас. Ну вот смотрите, вот просто я заметил, что когда вы говорите, что театр может сохранить культуру, и только вы приходите с семьей, и вы получаете определенную смысл искусства, смысл театра, когда он сохраняет национальное самосознание, да, и действительно культура воздействует, искусство воздействует эмоционально на любого зрителя, и он не просто умными словами говорит, я там башкир, к примеру, да, он прочувствует это через сердце и говорит, да, слушай, вот этот спектакль определяет мою самоидентичность, я хочу развиваться в своей культуре. И тебе не кажется ли, что у театра или у искусства культуры, театрального искусства, может быть, должны быть какие-то ставиться задачи, сверхцели, вот как ты говорила про Салаватский театр, и тогда, может быть, под эти сверхцели будут находиться интересные материалы. Но мне кажется, взамен этих целей многие просто ищут больше себя, нежели решают какую-то практическую прикладную задачу. Ну, то, что режиссеры ищут себя, я ничего плохого в этом не вижу, потому что если режиссера волнует материал, то он поставит хороший спектакль. А если ему диктуют, поставь вот это, а ему это не нравится, то это получится плохой спектакль. Даже если он профессионально, качественно будет сделан, то он будет холодный. Поэтому вот как бы, Феллини искал себя в творчестве, Федерико Феллини, да, Педро Альмодовар ищет себя в творчестве. Но все-таки, что для театра, какой он может иметь цель и какой результат может нести для зрителей? Вот что он может, вот какой концепт с твоей точки зрения? Цель – это диалог. Вот диалог зрителя с артистом. Вот особенно сейчас коронавирус показал, насколько мы нуждаемся в театре, в искусстве, в музыке, в кино. Потому что, согласитесь, когда начался этот период, мы все кинулись смотреть фильмы, спектакли, слушать свою любимую музыку, читать книги и так далее. И вот до карантина, еще раз повторяю, российский театр был разнообразным. Много было жанров, форм, но именно пандемия показала, что без живого общения театр невозможен. Вот без того, что ты приходишь в театр, садишься в кресло, это какой-то ритуал. То есть одеваешься, красишься, женщина, да, фотографируется. Они приходят в театр, это ритуал. А потом, когда они садятся в кресло, и открывается занавес, а на сцену выходит артист, наполненный своей энергией, и несет эту энергию в зрительный зал, и ты наполняешься этой энергией, и ты думаешь над тем, что он говорит, что он чувствует. И тогда твоя энергия направляется на сцену, и артист это чувствует, и происходит вот этот вот энергетический обмен, происходит диалог. И ты выходишь из театра совершенно другой, обновленный, перерожденный, не побоюсь этого слова, думающий.
осознанный. Айсу, у меня Так что вопрос для меня такой. цель – это диалог. Диалог, спасибо. Смотри, вот я хотел сказать, что ты как бы давал обзор в театр Олег Валеева, театр Шауры Муртазиной, потом перешел в театр Исрафилова, да, то есть Исрафилов как бы взял вот эту как бы эстафету и понес дальше, да, и был эпоха Исрафилова. Скажи, пожалуйста, сегодняшний театр, он продолжает традиции, ну, к примеру, той эпохи Исрафилова, или это совсем уже другой театр? Или он не должен продолжать? Я еще забыла сказать, что была такая короткая эпоха Азата Набергулова, который тоже в самый тяжелый период пытался сохранить театр, когда у театра здания не было, и когда он тоже искал пьесы, именно башкирские пьесы, национальную драматургию. Шеймуратов генерал тот же был им поставлен. Если я правильно понимаю, то есть сейчас театр сохраняет ли вот эту исрафиловскую линию? Наверное, нет. Сейчас уже другой театр. Все-таки театр Исрафилова, он был метафорический. А сейчас он на каком-то новом витке, не назову, что это постдраматический театр, но вот чуть-чуть, и мы впрыгнем вот в какое-то новое измерение театральности. Я это тоже осознала на спектакле «Гульбустан». Кстати, очень хороший спектакль. Опять-таки, не знаю, что там лучше, или то, как поставлено, или цель, кстати, цель. О том, что вот эта экологическая катастрофа. Кстати, спектакль, он идет на башкирском языке, поставлен по пьесе, написанной там много десятков лет тому назад, но это спектакль, который будет интересен, я уверяю, и европейскому зрителю, потому что уровень постановки современный. Айсулу, вот сейчас я хочу тебе следующий вопрос. Мы очень много говорим о российском зрителе, о российском критике, о европейском зрителе. Скажи, пожалуйста, а вот эти спектакли будут интересны нашему башкирскому зрителю? Какие? Ну, потому что как бы мы говорим о том, что мы же живем в республике Башкортостан, да, мы гуляем по улицам Уфы, мы ездим в Сибай там, и так далее, и мы общаемся, и мы все-таки созданы, чтобы делать спектакли и фильмы для наших зрителей, правильно? Или мы должны делать фильмы для москвичей там, или для Европы? Наверное, для наших, да, прежде всего. Скажи, находит ли зритель сегодняшний, который живет в Уфе, находит ли он как бы то себя, вот тот ответ, или вот как ты говоришь, да, ту реакцию, как на спектакле в Салаватском театре, это его театр, он говорит, да, это мой театр, это меня олицетворяет, мою башкирскую самоидентичность, культуру, потому что мы говорим больше сейчас о Москве, мы говорим о европейской признании, да, а зрителя он вообще как? У него есть ответ, вот, реакция на то, что он видит? Я не утверждаю, да или нет. Мне просто интересно у тебя как специалиста. Спасибо. Ну, вот эти спектакли, о которых я говорила, они интересны и национальному зрителю. Понимаете, нельзя закрываться вот в своем котле. Нельзя вот только, чтобы было так, чтобы вот это только мне было интересно. Еще раз повторяю, цель – это диалог. А какое место мы занимаем в мире? Вот наш башкирский народ. В каком контексте мы находимся? Как мы развиваемся? Что касается традиций, вот если традицию только поддерживать, но не развивать, традиция умерщвляется. Вот я за то, чтобы традицию не только поддерживать, но в первую очередь развивать. Вот как благородный цветок, за которым нужно ухаживать, пересаживать. И если ты будешь ухаживать, то он дает благородные плоды. Также с театром. Нужно постоянно искать какие-то новые пути, но при этом сохранять, естественно, язык, свою самобытность, свою культуру,
свое А в чем, мировоззрение. Айсулу, а в чем заключается сохранять традиции? Вот что это такое? Язык – это язык, а вот театральные традиции, в чем это, в чем это Не какие... сохранять, а развивать традиции. Нет, ну вначале ты сказала сохранить, хотя бы, да, сохранить, а потом развивать. В чем заключается вот традиции Башкирского национального театра? В чем они выражаются? Сохранять язык, наверное, я сказала, а традиции развивать. Ну, наверное, вот в тех истоках, о которых я говорила в начале, это сложно сказать одним словом. Айсулу, у нас вот осталось 10 секунд, да, вот просто здесь очень тяжело. Я сейчас завершу эфир, но потом еще раз выйдем, чтобы закрыть наш диалог, хорошо? Еще раз я подключусь. Попробуем выйти. Хорошо, спасибо. Да. Добрый вечер. Вот и быстро пролетел час, чего я и боялся, потому что в прямом эфире не видно, как идет время. Но мне кажется, что разговор такой творчески интересный. И мне не хотелось бы так, в общем, на последних 2 секундах смазать концовку, как говорят. И все-таки завершить наш разговор с Айсулу Сагитовой, с театральным критиком, театроведом. И чтобы еще раз подытожить наш разговор о национальном театре. Вот. Я надеюсь, вам это интервью интересно. И сейчас ждем подключения Айсулу. Я хотел бы, конечно, вот сейчас мы говорили про прошлый театр, мы говорим про настоящий, где-то мы, как скажем, ищем, пытаемся найти ту цель национального театра с точки зрения вот определить ее. И в завершение я хотел бы поговорить о будущем, то есть я хотел бы пофантазировать, какой должен быть театр, какие он должен ставить творческие цели и задачи. Я надеюсь, сейчас Айсулу нам подключится, и мы продолжим с ней разговор. На улице жара, 33 градуса. Так, сейчас мы... Айсулу, ты меня слышишь? Раз. Вы меня слышите? Айсулу. Что-то вас не слышно. Или меня не слышно. А вот сейчас что-то звук пошел. Да. Айсулу, я сейчас тебя Ага. Айсулу, я сейчас тебя не буду так долго сильно мучить, но... вот сейчас еще раз. Сейчас я еще раз подсоединю Айсулу. Раз. Привет еще раз. Звук появлялся вот в какой-то момент, Айсулу у тебя, а потом пропал. Раз. Вот сейчас, да, вот сейчас звук пошел. Айсулу, я тебя перестану сейчас сильно мучить. Спасибо за то, что ты отвечала на вопросы интересные. И, конечно же, этот разговор, он такой, ну, как скажем, непростой, потому что очень сложно, так скажем, взять и в 3-5 предложениях, да, характеризовать вот какое-то направление и сравнить это направление. Но мне кажется, что мы про современный театр уже много поговорили, и я как бы название «Культура. Образ будущего» я бы хотел бы пофантазировать, попридумывать. Вот с точки зрения, ты как театровед, ты человек, который ставишь какие-то видишь развитие разных театров.
в контексте России, в контексте тюркского мира. Скажи, пожалуйста, вот какое место вот мы занимаем с точки зрения вот театральной культуры, вот мы говорили в тюркском контексте мира, и какое место занимаем в России? Мне вот интересно вот эти две плоскости рассмотреть. Ну, я уже в начале сказала, что одно из главных мест, это доказывают фестивали. Но место это такое, ну, как скажем, такое больше, такое, ну, как бы позиционированию, а с точки зрения смысловой, содержательной части. Чем мы отличаемся, чем отличается тот же театр, например, в Казани, чем мы отличаемся там от Чувашского театра, ну, к примеру, национальных театров России? Может, тематика какой-то своей? Ну, содержательный я еще одно из главных мест, да, занимаю. Тематически. Ну, чем мы отличаемся? Вот ставят ли такие пьесы, как ставит Айрат Абушахманов, там, «Зульха открывает глаза», такие сложные, потому что это же понятно, что это, ну, как скажем, это этап целый, да, вот такие же пьесы, к примеру, там, в Чувашском театре, да, или там в Казани, или в других национальных театрах. По качеству режиссуры, и содержанию тоже башкирский театр сейчас находится на таком высоком уровне. Не знаю еще какими словами сказать. Возрождение башкирского театра со всех сторон. И режиссура, и актерское искусство, и поиск пьес. Не скажу, что драматургия все хорошо, но этот поиск, он есть. Пишут, и эти пьесы разбираются, режиссеры тоже читают, переделывают старые пьесы. Я бы так сказала, такое тематически, да, если вы спрашиваете. Вот как раз сегодня, мне кажется, традиция и современность, они встретились. Это можно и на примере каких-то пьес показать. Допустим, Идмитай в Салаватском театре. Все-таки пьеса написана много десятилетий назад. Она поставлена с каким-то современным акцентом. И пьеса получилась такой острой, современной, борьба за власть. В человеке уничтожается. Власть человека в губе. И вот это, оно настолько современно, и это интересно не только нам, хотя это наша как бы история, и это не тариха. Она интересна, и в Африке интересна будет, и в других странах. И вот Гульбустан. То есть это пьеса старая, традиционная, которая очень тяжеловесная. Она как бы уже жила свой век, но она зазвучала совершенно по-другому, какими-то новыми красками, как будто эта пьеса написана сегодня. Это вот проблема экологическая, катастрофа, которая начинает внутренние катастрофы человеческие, да, то человек в первую очередь должен внутри быть чистым, экологичным, а потом природа. Ударяет, стреляет современность, вот эта старая пьеса. И, на мой взгляд, это удивительное такое открытие сейчас происходит, когда традиция и современность, традиционная старая пьеса в руках современных молодых режиссеров оживает и обретает какие-то новые грани. Вот традиция — это ютуб, вокруг которого формируются тональности. И вот эти вот пьесы, это и вокруг которого мы сформировали какой-то новый театр, который нам сегодня современен. Современен не только мне, но, там, допустим, моему сыну, подростку. Вот это вот, на мой взгляд, сейчас очень такой важный момент в развитии башкирского театра. Это и содержательно, и тематически. С одной стороны, мы помним свою историю, традиции, культуру, историю знаем. Но с другой язык сохраняем. Язык сохраняем.
И вот что со всем этим делать сейчас? Как дальше идти? Как дальше развиваться? Отцы, скажите нам, как нам дальше идти? Вот, как бы вот современный театр, мне кажется, сейчас вот на таком пути. Он и не может это все оторвать от этого не может, потому что это наши корни, это наша генетика. Если мы будем создавать какой-то другой театр, да, то это будет что-то чужеродное. А вот именно на основе национального менталитета, характера, языка, создавать искусство, которое будет понятно и в Африке, вот это уже талант. Я хотел бы в завершение еще один вопрос такой задать тебе. Вот ты сказал, что новый театр создался, новый театр. И вот я как бы смотрю то, что как ты думаешь, что это должен быть за новый театр? Вот театр будущего, театр твоего сына, твоих детей, да? Вот ты тоже его даешь все время в пример. Вот, и ты говоришь, что есть проблема коммуникации, диалога с современным поколением. Какой, ты думаешь, должен быть театр стать, чтобы твой сын в этот театр купил билет и с удовольствием посмотрел его? Во-первых, живой. Вот, сейчас не живой театр. Нет, есть живой театр, там в театре бывает, как бы приходит на сцену, артисты играют, мертвый. Потому что играют плохо, но я не буду сейчас конкретно говорить, они везде есть, они в Москве есть, и в других там странах есть. То есть бывает, да, он мертвый какой-то, он не берет, не затрагивает. Вот. Живой в плане эмоциональном, психологическом. Понимаете, чтобы вот в зрительном зале это было очень сильное эмоциональное потрясение. Театр не обманывает, который не заигрывает зрителям, не фальшивит, а говорит на очень честном, скрытом языке. Это, кстати, один из принципов постдраматического современного театра. Когда ты говоришь со зрителем честно. Вот это честный театр. Не обязательно там монументальные декорации, там, пение. Я просто, понимаешь, извини, но ты когда говоришь честный театр, мне хочется сказать, а что, сегодня не честный театр, живой? Сегодня не живой? Или он был не живой, нечестный после войны, наш театр? Ну вот, Это уже был честный театр. Исрафилов, это честный театр. Это тоже новый театр по сравнению с предыдущей эпохой. Театр – это очень тонкая вещь, которая меняется. То, что допустим, мы говорим, ой, Станиславский, там, правда, жизни, правдоподобие и так далее. А когда я студентам показываю его спектакли, они говорят, что же не играют. То есть, больше столетия прошло, и так действительно не играют. Но в то время это было новаторство. Вот что. Театр постоянно должен обновляться. Театр вообще ничего не должен, но как бы он должен обновляться и искать какие-то новые пути к сердцу зрителя, современного зрителя. Потому что зритель меняется, время меняется, интонация меняется. Люди остаются такими же, как и были 1000 лет назад. Одно сердце, кровь, которая то охлаждается. То есть я за живой театр. В любых формах, но за такой живой театр, который затрагивает мое сердце, мою историю и так далее. Он может быть разным. Айсулу, я очень тебе благодарен за это интервью. И мне кажется, что то, что мне интересно, это твоя работа, и тебе, как скажем, совсем по-другому это говорить, потому что это как бы твоя прочувствованная жизнью, твоей работой. Всегда очень тяжело. Спроси меня, к примеру, о кино, мне будет очень тяжело рассказать, потому что это все как бы очень непросто. Вот есть в киргизском кинематографе есть такой
кинокритик Гульбар Таламушева. Вот я ее помню с Авгика. Вот она все время продвигала киргизское кино. Я ее встречаю чуть ли не на всех фестивалях. И киргизскому кинематографу повезло, что у нее есть такая, как бы скажем, фея такая, кинокритик, который всем рассказывает и популяризирует киноискусство. Мне кажется, что в башкирском театре есть лицо, это Айсулу Сагитова, которая рассказывает, которая популяризирует, которая, слава богу, говорит это очень здорово. И после твоего разговора с тобой мне хочется пойти в театр, если я простой человек, посмотреть его, посмотреть салаватский спектакль, посмотреть Гульбустан, посмотреть спектакли в Стерлитамаке, в Салавате и так далее, и так далее. Поэтому огромное тебе спасибо. И я надеюсь, что наш театр будет развиваться, и наш театр действительно будет живым и будет от сердца. Огромное тебе спасибо за сегодняшний диалог. Спасибо большое. Спасибо тебе. Люблю башкирский театр. Это действительно мое родное. Я могу расплакаться на мелодрамах, честно. Я при этом такой спектакль, но я могу расплакаться. И действительно хочется ездить, смотреть, наблюдать, как наши театры развиваются. Очень люблю артистов тоже. Какой бы ни был там уровень, но всегда болеешь за свой театр. Всегда хочешь, чтобы он был лучше, и чтобы о нем знали, узнавали. Вот, ух ты, башкирский театр, ничего себе. И через театр происходит такое узнавание республики. Это, кстати, через театр действительно туристические какие-то вещи можно сделать. Это такой хороший маркетинговый ход. Если о театре знают в других странах, значит, в Уфу хотят приехать. Мне многие пишут, я хочу приехать в Уфу, хочу посмотреть тот, например, спектакль «Зулейха». Это же здорово. Это здорово. Вот это и есть, наверное, определение своего места в контексте современности, в контексте мира. Наверное, так. Вот. Ну, я очень люблю театр. Это чувствуется, что ты его любишь. Спасибо большое за интервью, Рахмет. Рахмет. Спасибо зрителям, что нас смотрели. Большое. Рахмет, пока. Спасибо большое, Айсулу. Надеюсь, не последнее интервью, еще пообщаемся с тобой. Можно по кино. Да, кстати, по кино я тебя хочу, потому что ты человек такой, как бы умеющий обзоры делать, и поэтому это очень ценно будет поговорить о кино в том числе. Рахмет, спасибо. Пока. До свидания.